Нам нужно дождаться сейчас, сколько-то человек подключится. Да, наверное, там никого нет. Так. Сейчас я дождусь. Угу. Еще 5 минут. Да, 5 минут еще, никого нет. Угу. Сейчас начнем. Да. У нас осталось 5 минут еще, мы ждем. Потому что потом записи надо смотреть, прихи. Да. Так, добрый день, сейчас мы начнем. Угу. Дожидаемся 10 часов, у нас еще 4 минуты. Так, еще 2 минуты осталось.
Ну что ж, 10 часов у нас на часах. Давайте мы начнем наш вебинар. И тема нашего сегодняшнего вебинара – конструктивные и деструктивные конфликты. Прежде чем приступить к работе, я хочу вспомнить, что это наша встреча, первая встреча после летних каникул. Да? Я надеюсь, что вы все хорошо отдохнули, набрались сил и готовы продолжить наше обучение. У нас осталось 3 темы. Это сентябрь, октябрь, ноябрь. И в ноябре мы уже завершим и приступим к приятной церемонии вручения, удостоверения о прохождении курсов. Так, ну что ж, я открываю для себя свою презентацию, чтобы мне было удобно смотреть. Так же, как и вам. Напоминаю, что наш вебинар проходит при поддержке Фонда президентских грантов Российской Федерации. Наш проект называется «Будем вместе», и его организатором является Международный детский фонд «Дети Саха-Азии». Структура вебинара сегодня. Мы сегодня говорим, как я уже говорила, про конфликты. И начнем с определения понятий. Мы сразу проведем разницу между конструктивным и деструктивным конфликтом, да, про который, в принципе, и заявлена наша тема. Второе – это супружеские конфликты, но мы рассмотрим по отдельности супружеские, детско-родительские конфликты, рассмотрим особенности конфликтов в приемных семьях, и в конце у нас будет рекомендации для совместной работы специалиста, социальной службы, психолога для сопровождения приемных семей. Что ж, начинаем с наших базовых понятий. Первое, что это такое? Да? Вот конфликт, психология – это столкновение интересов, разногласия во мнениях, противостояние в достижении цели. Как вы видите из определения, ничего страшного в слове «конфликт» нету. И в психологии хочу сказать, что конфликт – это вообще понятие такое, скажем так, скорее позитивнее, чем негативный. Да? Там, допустим, если мы в обыденной жизни привыкли понимать, что конфликт – это не очень-то хорошие эмоции всегда, да? Ни к чему хорошему оно не приводит, но в психологии, наоборот, это конфликт – это часть нашей жизни, часть психического развития, и без нее невозможно вообще прожить. Да? И само определение, поэтому, исходя из этого, оно очень такое открытое, лояльное, да, и без никаких каких-то острых углов. Ну что ж, конфликты у нас бывают внутриличностными, межличностными и межгрупповыми. Прошу прощения за такую маленькую очпятку, у меня там в слове межгрупповыми буква К записалась. Да? Что такое внутриличностные конфликты? Да? Вообще, вся наша жизнь играли, сама суть личности, она состоит из многих-многих противоречий. Да? Если мы вспомним Зигмунда Фрейда, который, на мой взгляд, один из базовых теоретиков, которые открыто начали об этом говорить и очень простыми словами это объяснили, что наша личность на самом-то деле, она все время находится в состоянии конфликта. Бедное наше сознание, я бы сказала, да, оно всегда находится в состоянии выбора двух позиций. Или послушаться своего бессознательного, то есть инстинктов ид и танатас, или же послушаться тех установок, которые ему дает суперэго. Да? И собственно, эго, шарик, который внутри находится, да, визуально его всегда так изображает, он всегда находится между этими двумя конфликтующими сторонами. Суперэго, которое является нормой, правила общества, культуры, в которой мы живем, воспитание, которое у нас было, да, и ид – это наши бессознательные порывы, импульсы, да, которым мы хотим слепо следовать, да, такими случаями. Так, одну минуточку, мои помощники тут что-то там пытаются сделать, да, вроде бы все. Все видно, все хорошо, все нас устроили, мы остались с вами одни. То есть мы
как человек, как личность, психологическая личность, всегда находимся, любой человек, независимо от возраста, он всегда находится в состоянии такого внутриличностного конфликта. Вы это примите как данность, да, и мы с этим живем, и вроде бы не так страшно, да, если как бы не переходим в стадию, там, перешагиваем какой-то невроз, да. Межличностные, это понятно, между какими-то разными людьми конфликты, и межгрупповыми, да, то есть это 3 такие базовые большие момента. Далее рассмотрим, что такое конструктивный конфликт. Это тип конфликтного взаимодействия, в результате которого происходит устранение недостатков функционирования этой системы. Отсюда повышается эффективность, улучшается адаптация и даже происходит сплочение членов вот этой группы. Да? Если мы скажем, что семья это наша группа, и внутри нее происходят конструктивные конфликты, конфликт происходит потому, что что-то неправильно работало в этой системе. Да? И отсюда происходит нарастает некоторый конфликт, притирка таких взглядов разных, да? Ищутся разные подходы, варианты, как это можно решить, да? И отсюда наша семейная система становится лучше, когда находится некое решение, становится она лучше, эффективнее и сплачиваются ее члены между собой, да, члены нашей семьи. В этом плане конструктивный конфликт, он очень полезен, нужен и вообще жизненно необходим. И если бы этот конфликт не происходил, он не был бы там открытым, да, каким-то таким, что не было бы активного столкновения интересов, то эта система была бы такой же не столь эффективной и продолжала бы жить дальше, и члены семьи дальше бы страдали. Но благодаря какому-то конфликту, который будет, да, система станет лучше. Противовес ему есть деструктивные конфликты. Здесь как раз есть негативные последствия. Да? Эти негативные последствия, они выше, больше, ярче, чем позитивные результаты. Деструктивные, они связаны с разными вещами, стрессами, да, даже с гибелью людей. Они оказывают негативное влияние и даже могут быть стрессовым фактором и отрицательно повлиять на отдельно взятую личность. Если мы говорим про факты жестокого обращения, насилия в семье, да, насилие в семье, это и есть деструктивный конфликт. Психологи скажут, это деструктивный конфликт, а все остальные скажут, что это насилие в семье. Да? Потому что его негативные последствия намного больше, чем позитивные последствия. Да? Немножко разбавлю случаями своей практики. Да? Я очень часто выезжаю по своей работе в муниципальные районы, да, провожу разные консультации населению, да, и был у меня такой случай в практике, это было достаточно, по-моему, лет 7 или 8 назад, даже 10, может быть, да, 10 лет назад, когда ко мне на консультацию попал мужчина. И этот мужчина, эта семья состояла во всяких разных учетах, каких только может быть, да, потому что там дети школьного возраста, семья, злоупотребляющая алкоголем, да, и были факты такого домашнего насилия по отношению к жене, да, Соответственно, я провожу с ним консультацию, я его проводила в русле, в направлении НЛП, потому что человек был такой когнитивный, да, деятельный, такой типичный мужчина, скажем так, да, который эмоциями, ему важнее были решения, чем говорить про свои чувства, да, он не был готов к этому. И когда мы говорили про разные мотивы и варианты, да, варианты решения, да, мы делали анализ ситуации, которая сложилась в их семье, был выявлен очень интересный мотив. Физические побои, по его словам, происходили, потому что его жена не такая аккуратная, не такая хозяйственная, какой бы он хотел видеть.
При этом он очень активно мне доказал, вот рассказал вот в подробностях, да, когда я его спрашивала, что же его конкретно не устраивает, рассказал, как это происходит, что у них дома там посуда не моется, дети в грязной одежде ходят, когда он приносит там с охоты дичь, эта дичь может даже испортиться, да, то есть человек старался, а жена этому не дает уделяет должного внимания, не готовит. Ну, то есть много-много всего, плюс к тому же жена еще и тоже злоупотребляет алкоголем, да? Вот. И он говорит, я-то хотел как лучше, я хочу, чтобы мои дети были как все дети, чистыми ходили, там, чтобы у них были тетрадки там новые, да, ну, как дети. Я хочу, как любой человек, прийти с работы уставший, чтобы меня ждал горячий ужин, теплое, чистое, там, чистый дом, да, чтобы дети были радостными, чтобы жена меня радостно встречала, да. То есть понять человека можно, да, но вот вариант решения, к которому он прибегает, он был, скажем так, его негативный эффект был намного выше, чем позитивный эффект, потому что жена-то не изменилась после всех их конфликтов, да, и мы начали разговаривать с ним и анализировать разные варианты поведения, потому что цель у него, в принципе, была, скажем так, благородная, да, и в тот момент, вот на этой консультации, мы с ним поняли, что как бы он пришел к выводу, что да, вот тот вариант, который есть, вот те конфликты, да, вот, которые устраиваются в их семье, они скорее деструктивные, чем конструктивные, да, и форма, которую он выбирает, не работает в этой ситуации. Вот. При этом он изъявил желание дальше работать с психологами. Мы составили с нашими коллегами, с моими коллегами с этого населенного пункта план работы, реабилитационной работы с этой семьей, и я проводила методическое сопровождение этого случая дальше, да, и я знаю, что вот эта семья, она перестали злоупотреблять алкоголем, что послужило основой как бы для их дальнейшего нормального существования этой семьи. Да? Семья как система, она стала эффективнее, вот, и в принципе как бы вот, ну, стали жить, они социализировались, и никаких нареканий не было, в принципе как бы семья стала, как мы говорим, обычная счастливая семья, да? Вот. Таким вот образом, да, что есть деструктивный конфликт? Вот в этом случае это вот супруги между собой конфликтовали по этой части, но он был деструктивным, мотив был хорошим, но из-за выбранных форм этот конфликт стал деструктивным, и его негативные явления были больше, чем позитивные явления. То есть таким образом он отнесся вот именно к классификации деструктивной. Но таким же мотивом был бы конструктивный конфликт, и был бы вот этот мужчина изначально выбирал бы другие способы, да, разрешения этого конфликта, вот, и жена бы тоже как бы вот, занимала более активную позицию, то тогда этот конфликт был бы конструктивным, да, то есть понятно, да, то есть мотив может быть один и тот же, но из-за разных способов он может стать как конструктивным, так и деструктивным конфликтом. Вот увидели разницу, да, идемте дальше. Стратегии конфликта. Но я думаю, что вы все это знаете, просто я быстренько напомню, да, освежим память. Томас выделяет 5 стратегий, да, это соревнования, приспособление, избегание, компромисс и сотрудничество. Они разные. Вот. Вообще, как бы, Томас сам говорил о том, что нельзя говорить о том, что соревнования это плохо, а компромисс это хорошо. То есть самое лучшее это сотрудничество. Он такого не говорил, он говорил о том, что исходя из разных субъектов конфликта, да, из разных ситуаций, стратегии могут быть разными. Но, естественно, как бы, когда мы читаем сами вот определения этих стратегий, да, то мы понимаем, что, допустим, избегание конфликта может быть не всегда хорошо. Да, вот, как бы меньше стоит прибегать к этой стратегии. Но опять же, повторяюсь, это всегда ситуативно, и это зависит от субъектов конфликта. Да? Ну что ж, соревнования – это стремление, как бы, чтобы был победитель, да, один победитель, да, игнорируются интересы другого участника. Приспособление, когда другой человек приспосабливается, готов уступить, чтобы вот другому человеку было только лучше, да, и чтобы, там, чтобы не было открытого противостояния. Избегание, когда избегаются
конфликты, да, отмалчиваются, как правило, да, или не замечаются, или самоустраняются, да, чтобы только не было открытого конфликта. Компромисс – это когда конфликтующие стороны жертвуют как бы частью своих интересов для того, чтобы была какая-то некая золотая середина. Ну и сотрудничество, когда люди как бы встают позицию над своей ситуацией, да, и пытаются найти какое-то новое решение. Ну, кажется, что сотрудничество это очень хорошо, но не всегда так получается, и не ожидайте всегда от людей, что будет всегда сотрудничество. Люди разные, и у них разные ресурсы, и разные ситуации бывают. И потом, чем больше вариативности, да, тем лучше всегда для гибкости ситуации, быть гибким в ситуации. Ну что ж, теперь мы переходим к понятию супружеские конфликты. 15 минут идем по расписанию. Что такое супружеские конфликты? Они есть, были, всегда и будут. Конфликт – это естественное условие жизни. Вот если не будет конфликтов, то не будет изменений, да, будет некая стагнация. А движение – это жизнь, мы знаем, и в психологии тоже движение, как бы, да, процесса, деятельность, активность – это всегда есть некие изменения, и система будет жива, да. То есть конфликты – обязательное условие того, что они у нас будут, да, естественное условие, что они всегда будут, да, но и к ним всегда нужно относиться вот в таком вот философском понимании, да. Конфликт не всегда действует разрушительно, вот мы знаем, что есть уже конструктивные конфликты, да. Конфликты служат для сохранения целого, да. Это нужно тоже помнить, да. Конфликты предотвращают застой и прогресс в отношениях. Конфликт – это стимул к творчеству, неординарным решениям, да, то есть некое как бы изменение, некое новшество в супружеских отношениях, они часто появляются также после конфликтов. Вот. То есть, если посмотреть про конфликты, вот исходить из этих постулатов, то нужно как бы воспринимать эти конфликты как что-то, которое временно приходит и уходит. И что оно такое же естественное, как, допустим, то, что обязательно должны быть дожди. Да? Они бывают иногда неприятные, вот, мешают нашим планам, но это жизнь. Да? Вот. То же самое и с конфликтом, что открытые заявления и рассказы, да, от отстаивания как бы разных интересов, это всегда хорошо, всегда интересно. Но главное не перекатиться в сторону деструктивных конфликтов. Супружеские конфликты очень часто связывают с супружескими кризисами. Да? А слово «кризис», как вы помните из наших предыдущих семинаров, психологии, это так хорошо, сказала бы я, да? Психология – это всегда какое-то новое, да? Это всегда какая-то новая ступень развития, и кризисы мы не воспринимаем, что это какое-то плохое явление, да? Мы говорим о том, что кризисы плохое, негативными кризисами бывают тогда, когда не меняется социальная ситуация, да, или когда не меняется там внутреннее состояние человека. Но кризисы – это всегда некий, знаете, вот подъем на новую ступеньку развития, и поэтому они есть и будут. Вот. Кризис одного года – вот это раздел территории, как иногда его называют, да, притирка характеров. Второй кризис – это кризис рождения ребенка. Здесь появляется новый член семьи и меняется роль. Очень часто к роли родителя мать адаптируется быстрее, чем отец, но по объективным причинам. Да? Вот. И кризис рождения ребенка, когда ребенок там, его интересы, как правило, во главу еще в первые годы, во главу угла ставится, да, и это становится как бы неким кризисом. Да. Вот здесь я бы хотела, нашла такие хорошие слова автора Борисенко, да, вот, давайте я их процитирую, ее слова, да. Когда роли взаимодействующих супругов не дополняют друг друга, то их отношения легко могут стать конфликтными, совместная деятельность не будет эффективной, совместное пребывание будет вызывать дискомфорт. То есть роли супругов, да, не дополняют друг друга, то есть не комплементарные, да, то тогда получается уже конфликтная ситуация. То есть мужчины и женщины разные, они несут разные роли. Еще раз говорю, да, что у мужчины другая роль, чем у женщины.
чем у матери, да, и поэтому получается, что нельзя ожидать, что от матери роли отца, а от отца роли матери. Они взаимозаполняемые, взаимокомплементарны, и тогда происходит как бы целостное развитие. Следующий кризис – это средний супружеский возраст, вот, там 15 лет в среднем говорится, да, это когда утрачивается вот эта новизна, да, при насыщении друг другом, да, и когда наступает сытость от старых впечатлений и голод по новым впечатлениям, да. Вот здесь конфликт, он, вот возвращаясь к предыдущему слайду, да, можно сказать, что конфликт – это стимул к творчеству, к неординарным решениям, и здесь он может даже спасти браки. Синдром опустевшего гнезда – это когда уже дети взрослые, оставляют родителей одних, и вот у родителей появляется новая роль, вот состояние того, что пустота, детей уже нету, да. И появление новых членов семьи. Здесь новыми членами семьи являются не только внуки, но также невестки и зятья, да, это люди из другой семейной системы со своими пониманиями семьи, да, и здесь тоже происходит некая притирка характеров, вот оно похоже, в принципе, на кризис одного года, да, когда вот разделение границ опять происходит. Вот связываются вот супружеские кризисы вот с этими, с конфликтными ситуациями. Так, далее. Сфера супружеских конфликтов, наиболее актуальные, да? Проблемы отношений с родственниками и друзьями. Чаще они возникают именно до года, когда семья только начинает устанавливать свои правила. Пока не установлены правила семейные, да, традиции семейные, то вот эти взаимоотношения, они не регулируются и могут мешать личному пространству семьи и супругов. Вопросы, связанные с воспитанием детей. Ну, это само собой разумеется. Проявление стремления к автономии, это тоже вот связано с семейными правилами и традициями. То есть у супругов разное понимание автономии, оно должно как бы вот прийти к некому консенсусу. Да? Нарушение ролевых ожиданий, это понятно, что муж будет таким, а жена будет такой. Естественно, человек, который мы выбираем в своей супруге, это живой человек со своими ожиданиями, и эти ожидания могут не совпадать. Ну, как правило, они не совпадают, вот, и ничего в этом страшного нету, но тоже есть как бы сфера конфликтов. Да? Рассогласование норм поведения, но это норм вообще не только относительно своей семьи, супружеских отношений, но вообще как бы отношения с внешним миром тоже, да, вот отношения к работе, отношения к государству, отношения там, к деньгам, ну, к деньгам еще другое там есть, да, то есть это норма поведения вообще вот в взаимодействии супруга с внешним миром, я бы сказала. Проявление доминирования одним из супругов, неважно, это мужчина или женщина, женщины тоже очень часто бывает стараются доминировать, вот, ну, зависит тоже от как бы родительской системы воспитания, да? Проявление ревности и расхождение отношений к деньгам. То есть деньги тоже могут служить конфликтами. Есть методика, я вам отправлю методику тест характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях Алешина и Гозмана. Да? Я прошу в качестве домашнего задания заполнить эту методику. Да? Эту методику можно как диагностику использовать также и в как бы своих клиентов. Да? Тогда будет у вас понятие, в каких у них моментах бывает сферах есть супружеские конфликты. А диагностика, как я всегда говорила, это знаете, отправная точка для коррекционной работы, для того, чтобы разрешить ситуацию в целом. Да? На этапе диагностики не заканчивается работа психолога, она только начинается, мы проводим диагностику, и потом уже, исходя из этого, как бы учитывая ее как отправную точку, работаем уже над коррекционной работой. Проводим коррекционную работу. Ну что ж, вот это супружеские конфликты. Мы пока на этом закончим. Вот. И детско-родительские конфликты. Что это такое? Детско-родительские конфликты – это одни из самых распространенных конфликтов вообще в жизни. Да. Детско-родительские конфликты, они связаны с понятием принятия ребенка. И
характер конфликта зависит от симпатии и эмоциональной дистанции между родителем и ребенком. Что это такое, объясняю. Но то, что они распространены, это понятно. Там, как отцы и дети, да, то есть вот это даже в литературе, оно очень как бы расписано, это очень хорошее как бы понимание, оно распространено, это всем понятно, да. Так, что такое принятие ребенка? Принятие ребенка это, во-первых, что вот если процитировать, говорить словами Марины Евгеньевны Ландсбург, это субъектное отношение к ребенку. То есть понимание того, что есть ребенок, и у которого есть тоже свое понимание себя, вас, мира, да, отношений и так далее. Вот. И они не всегда как бы могут быть вам понятны и приятны, да, но тем не менее это другой человек. Ваш ребенок, но он уже другой человек, да. Вот. И, соответственно, вот это есть, отсюда возникает принятие ребенка. Видеть в ребенке субъекта, что у него есть своя активность, свои желания, свои хотелки, свои способности, да? Вот. И пытаться, как бы, здесь принятие ребенка не означает, что вот я понимаю, что он другой человек, и пусть делает то, что он хочет. Нет, дело не в этом. Дело в том, что вы как родитель, вы это понимаете, и исходя из этого, вы как бы строите свою воспитательную линию. Вы как родитель видите какие-то там, возможно, там моменты характера, которые ребенку следует как бы еще выработать, да, вот очень часто волевые качества мы родители стараемся развивать в своем ребенке, боремся со страхами детей, да, но главное это понимать, что у ребенка этот страх есть. А если мы будем игнорировать и говорить, что зачем бояться, этого страха нету, это не история про принятие ребенка. Понятно, да? Вот. Потом следующее, да, конфликты, вот величина конфликтов, их позитивность, негативный характер, да, зависит от двух параметров. Это эмоциональная близость и эмоциональная дистанция. Это два разные понятия. Эмоциональная дистанция между родителем и ребенком, это, вы знаете, вот простыми словами, это вот позиция ты и вы, да, вот к родителю можно относиться на вы. И как в XIX веке в семьях дворян, когда дети приходили в определенные часы, делали книксон девочки и говорили: «Доброе утро, маменька, доброе утро, папенька», да? А потом они уходили. Это вот эмоциональная дистанция в таком, иллюстрирует вот эту ситуацию, то, что высокая, да? А когда эмоциональная дистанция близкая, то дети могут говорить: «Мама, ты», да, вот, как бы обычная наша семья. Но и даже в наших обычных семьях это можно видеть, насколько родители, эмоциональную дистанцию детей и родителей даже вот в современных семьях она сильно различается, да. Слишком тоже сильная эмоциональная дистанция, вот когда, не знаю, там, 5-летний, 6-летний ребенок дергает маму за волосу, хватает за лицо, да, и так далее. Вот это вот ощущение, вот, понимаете, нет вот этой границы, да, вот что есть мама, что есть. Вот это слишком близкая эмоциональная дистанция. А возрастом мы узнаем, да, что должна произойти сепарация, и ребенок тоже должен понимать, что мама это мама, я это я. Вот это вот поведение, вот когда дети там по матери ползают, да, это все-таки поведение маленького ребенка, а ребенок, который готовится к школе, должен, по идее, уже отходить от такой ситуации, да. Вот. Симпатия, антипатия, симпатичен, антипатичен, вот это вот как бы вот немножко про любовь, да, эмоциональная близость. Но вот оно ярче будет проявляться. Вот, меня родители спрашивают, что может ли быть антипатия к ребенку. Может быть антипатия к ребенку, она тоже может быть ситуативной. Антипатия очень часто вот наблюдается у женщин, которые испытывают послеродовую депрессию. Об этом очень часто пишут, тема такая, раньше это не изучали, сейчас очень много статей про эту тему, да, про послеродовую
послеродовую депрессию и проявление родительской любви к младенцу. Да? Вот антипатия может быть, она ситуативна, потом она тоже меняется, да? Симпатия тоже. То есть разные бывают такие моменты. Вот в принципе как бы на основным же фоном все равно же у нас будет симпатия. Если у вас есть момент антипатии, то естественно вам сложно как бы пытаться войти в положение другого человека или там своего ребенка, да, и пытаться сделать так, как было бы удобно вам и ему, вашему ребенку, и вам лично, да. То есть вот это и есть два критерия, от которых зависит характер конфликта. Угу. Какие же факторы влияют на родительские конфликты? Первое – это субъективная оценка ситуации. Это вот когда ребенка воспринимают как объект, а родитель – это субъект. То есть очень часто распространенная ошибка, вот, когда ребенок воспринимается как объект. Вот в обычной жизни, как это вот, когда ко мне приходят на консультацию, как это проявляется? Ты поел? Поел. Уроки почитал? Почитал. Какие оценки получил? 4-5. Хорошо, молодец. Это в лучшем случае хорошо, молодец, да? Вот. Иди поспи. Ты не болен, все нормально. То есть, знаете, вот это вот такие разговоры, которые родитель ведет с объектом, но не как с субъектом. Здесь не идет речь, когда родитель спрашивает такие вопросы, речь не идет о том, что там чувствах, да, о его мыслях, о его желаниях, о его потребностях, о его каких-то проблемах внутренних, да, вот препятствиях, которые есть. Мы механически спрашиваем, знаете, вот как я кошку свою: поела? На. Хочешь попить? На. Туалет поменять? На. Вот тебе там коробка, сиди в ней, да. То есть смотрите, да, разница какая между кошкой и ребенком? Большая разница, но почему-то очень часто вот мы привыкаем обращаться к ребенку как к объекту, да, поел, поспал, молодец, хорошо, да, одень вот эту одежду и иди, пожалуйста, туда, и при этом не видится как бы его субъектная характеристика. Вот смотрите, при такой ситуации, когда родитель воспринимает своего ребенка как объект, очень часто возникает именно конфликтная ситуация, потому что ребенок хочет отстоять свои интересы. Он будет отстаивать по-своему, как он умеет, а это очень топорно получается, потому что у него опыта мало, да? Вот. И почему-то бывает прав родитель. Это не есть хорошо, это, знаете, накапливается, потом еще будет конфликт. Угу. Следующий момент – это избыточный контроль и гиперопека. Тебе хорошо, как ты себя чувствуешь? Вот тут можно спрашивать про чувствовать, но тут контроль. Позвони мне, когда дойдешь домой. Зашел домой, хорошо, почему не сразу не позвонил? Обед в холодильнике и так далее и тому подобное. Ну, очень много рассказывать не буду. В принципе, примеров, карикатур, художественных персонажей про избыточный контроль и гиперопеку очень много. Так. Кризисный период ребенка, про это мы говорили, кризис бывает там год, 3 года, 7 лет, 14 лет, юношеский кризис, да, вот. Самый яркий считается кризис подросткового возраста, здесь, да, самый яркий, но при этом как бы и маленькие дети, там конфликты бывают родителями, там 3 года, да, вот первые, как правило, там 3 годика, 7 лет бывают такие кризисы. Конфликтные ситуации очень часто. И они, вот смотрите, да, они тоже вот конфликтность, детско-родительские конфликты, они могут совпадать даже вот с этими кризисными периодами. О чем это говорит? О том, что мы вспоминаем, да, у ребенка появилось новообразование, у него есть новые ресурсы, он хочет чувствовать себя по-другому, вести себя по-другому, он уже готов перейти на качественно новый уровень развития, но родители социальную ситуацию не меняют, они воспринимают его таким же немножко неумелым, да, каким он был до появления новообразования, и ребенка это не устраивает. Ребенок хочет как бы быть уже, понимать, что он уже готов как бы ко многому, да, это и есть эволюционное развитие, это и есть то, что сделало с нами как бы, ну, вообще вот это миростроение, да, и тут возникает кризисный период, конфликт интересов.
да, то есть понятно, и потом много вот, если родитель понимает вот эту ситуацию, то, естественно, конфликтов будет меньше. И четвертый фактор тоже, это личностные особенности, вот, они тоже влияют на конфликтные ситуации, да, вот характер сложный, как обычно мы говорим, да, и так далее. Ну, давайте посмотрим. Консервативность, авторитарность, ну, я еще добавила социальное поведение, или там, ну, как бы склонность к социальному поведению, можно сказать, да, вот, это со стороны родителей. Со стороны ребенка это упрямство, эгоцентризм, который должен, по идее, исчезнуть, да, к 6-7 годам, но который остается очень часто, да, и самоуверенность ребенка. Вот, это как бы примерные черты характера, да, особенности, которые могут провоцировать конфликтные ситуации. Типичный сценарий конфликтных ситуаций. Конфликт неустойчивости родительского отношения, то есть когда меняются критерии оценка ребенка, да. Очень часто критерии оценки ребенка можно отнести не только то, что там ты это сделаешь, и это хорошо, да. Нет, наоборот, как сегодня я тебе разрешаю гулять до 10, а завтра я тебе не разрешаю гулять до 10. Сегодня я тебе разрешаю смотреть планшет, потому что там я устала, занимаюсь чем-то, да, нет времени. А завтра я не разрешаю, потому что у меня время появилось, я выспалась. И то есть разные критерии, и ребенок не понимает, что от него хотят. Вообще дети, они такие любят стабильность и системность, да. И прямо вот у маленьких детей особенно это, пока у них там не появится достаточно опыта, да. И поэтому вот это состояние для них это конфликтная ситуация, да. Так, конфликт сверхзаботы, про это мы говорили, да, и конфликт неуважения прав на самостоятельность детей, это тотальные указания и контроль, про это мы говорили, тоже типичная ситуация. И конфликт отцовского авторитета, я не знаю, почему его так назвали, это стремление добиться своего конфликта любой ценой. То есть иногда даже забывается, то есть причиной конфликта может быть очень простое, то, что там ребенок опоздал там к столу на ужин, да, а конфликт перерос до такой, что там слезы, ремень и так далее и тому подобное, да, то есть вот, ну, примерно такой сценарий описывается. Да. Со стороны детей, что мы можем получить? Реакция оппозиции, то есть активная демонстрация каких-то негативных моментов, реакция отказа, не буду делать и все, и реакция изоляции, ребенок самоустраняется, закрывается в комнате, предпочитает как бы ночевать у бабушки с дедушкой. Вот это и есть типичный сценарий конфликтных ситуаций. Что ж, посмотрим время. 36, идем по расписанию. Рассмотрим особенности конфликтов в приемных семьях. Первое – это то, что есть внешние защитники приемных детей. Что это такое? Да? Это то, что у внешним защитникам можно отнести нас с вами. Органы опеки, психологи, школа, если дети учатся, детский сад, если дети ходят в садик, да, то есть некоторые органы, да, некоторые как бы структуры, люди, которые не являются членами их семьи, но которые защищают интересы детей. Это в принципе хорошо, но если этот внешний защитник будет вести себя непрофессионально, то он может помешать росту семьи, да, то есть любой конфликт в семье это может как бы идти в сторону защиты детей. А мы с вами сегодня говорим все время о том, что конфликты естественны, конфликты идут, конфликты будут, да, и детско-родительские будут, и супружеские будут, да. Эти конфликты, они как воздух естественны и необходимы для развития семейной системы. Но если внешний защитник конфликты воспринимает как угрозу для детей, то, естественно, это будет мешать именно становлению системы, да. Здесь нужна очень тонкая диагностика и профессиональный подход. Привязанность к семье приемного ребенка может быть не столь сильной, да, и отсюда при сепарации ребенок изъявляет желание уйти из семьи. Что это такое, объясняю.
мы с вами знаем, что, ну, допустим, если мы обратимся к учению Эрика Эриксона, то мы знаем, что до года формируется понятие базовое доверие к миру. Базовое доверие к миру – это такое психологическое понятие, которое дает ребенку мать, которая кормит ребенка грудью. Оно, родители, ну, диада, мама, защищает ребенка от всех внешних негативных моментов, холодно там укрывает, голодно кормит, скучно укачивает, да, то есть надо разговаривает, вот, то есть мама удовлетворяет все базовые потребности ребенка, и у ребенка появляется базовое чувство доверия к миру. Он понимает, что мир не враждебен, не плох, мир хороший, да, как бы. Если же у ребенок не было этого, да, то он, допустим, рос в доме малютки, да, или долгое время лежал в больнице, да, то есть, допустим, Галина Георгиевна Филиппова, да, с Мариной Евгеньевной, они считают, что даже 2 недели, когда ребенок, до года ребенок, грудничок, 2 недели проводит отдельно от матери, для него этот стресс уже достаточно серьезный, да, вот. Если у ребенка есть такой опыт, да, то тогда у него нет базового доверия к миру, и ему во взрослом состоянии очень сложно вообще полностью довериться людям, да, вот. Они бывают настороженные, могут быть ревнивые, да, и могут быть критичные и так далее, вот. У приемных же детей, да, которые формируются, которых берут в семью, там, допустим, достаточно в осознанном возрасте, может не успеть выработаться как бы сильная привязка к родителю, как у того грудничка, которого мама кормила грудью, да? То есть, понимаете, вот некоторого этапа естественного, он как бы нету, да, вот у общения с мамой, с ребенком. И поэтому получается, что когда происходит период сепарации, это у нас подростковый возраст, да, начинается, дети изъявляют желание уйти из семьи или бродяжничают. Или бродяжничают из семьи. У них нет вот этой сильной привязки. А у ребенка, которого как бы прямо с рождения там ухаживали за ним, защищали, удовлетворяли все его потребности, у него есть сильная эмоциональная привязка уже на подсознательном уровне, и ему сложно переступить через это. Вот поэтому-то и как бы есть базовая, самая главная сложность отношений между приемными детьми и приемными родителями. Вроде бы внешне может сказаться, что все, они адаптировались, хорошо себя ведут, там, вместе там играют, работают и так далее и тому подобное. Но глубокая привязанность, она формируется очень долго, да. И если ребенок пропустил там грудничковый возраст, то он вот это придет к нему наоборот во взрослом состоянии, когда он уже будет понимать, что и что вот в этом мире, и он будет уже умом ценить и благодарить приемных родителей, да. И вот понимаете, вот этот период, подростковый период для приемных родителей, подростковый период ребенка для приемных родителей, он такой, скажем так, такой проверочный, скажем так, да, проверочный. И я хочу вот опять же напомнить прошлый наш вебинар про возрастные кризисы, да, вот от чего зависит характер, да, величина вот этого подросткового кризиса, от изменчивости социальной ситуации. То есть ребенок, родитель все время, вот субъектный подход к ребенку, он должен видеть в ребенке человека, да, вот что-то он научился делать, значит, мы даем ему долю ответственности. Вот вообще подростковый возраст – это как бы поиск самостоятельности и ответственности. А вот если мы его не даем вот этой самостоятельности и ответственности, то, естественно, как бы его это не удовлетворяет, то тогда у нас возникает та ситуация, про которую я говорю сейчас, это при сепарации ребенок даже может отказаться от этой приемной семьи. Вот. Если ребенок изъявляет желание, то здесь нужна уже помощь как бы со стороны, и даже если как бы нет вот этой помощи, доступной помощи, да, то мы, естественно, не воспринимаем это как ситуацию патовую и неизменчивую, да, потому что тоже человек меняется, человек ищет выходы, и то, что он хочет уйти из семьи, это может быть как бы одним из вариантов выхода из ситуации, да. Здесь нужно много-много диалогов уже с ребенком.
Следующий момент, который стоит помнить, это конкуренция, это естественно, да, вот конкуренция между детьми, это естественное условие тоже для развития ребенка. Вот. И конкуренция между родными и неродными детьми, она тоже всегда будет, потому что есть конкуренция даже между родными детьми. Все дети между собой, неважно, не родные, они конкурируют за внимание, за любовь, за знание, за что-то, да, вот. Это нормальное условие для того, чтобы человек развивался в вот этой конкурентоспособной среде. Единственное, как бы, да, нам нельзя этим манипулировать взрослым людям. Тогда мы будем уже как бы делать сами, ну, грубо говоря, мы сами будем делать конфликтную ситуацию. Да? То есть конкуренция, она есть, но она не должна быть явной, она не должна быть самой главной в этих сиблинговых отношениях. Вот. Это, да, это тоже конфликтная ситуация. Вам это нужно помнить, и нужно как бы вот все эти моменты, углы как-то учитывать. Да? Ну что ж, теперь рассмотрим вот, кризис, кризис приемной семьи. Да? Есть противоречия. Сначала мы не чувствуем эти противоречия. Потом мы понимаем, что есть противоречия. Это, то есть мы понимаем, что ребенок хочет так, а я хочу вот так. Да? Потом они увеличиваются по объему, да? Оказывается, ребенок хочет, это относится не только там, к заправить кровать, да? А это относится и к еде, и к отношениям с друзьями и так далее. Да? Вот. Потом то есть увеличиваются вот эти проблемы, да, они становятся явными. Потом происходит, родитель, как правило, да, проводит там диалоги, беседы и возвращается к старому положению вещей. Вот. Как правило, возвращается к тем правилам, которые есть в родительском доме. Но со временем понятно, что эти старые способы не работают. Конфликты вроде бы утихли, но потом они начинают вновь появляться. Да? Вот. Возникает следующее, то есть возникает вот красным выделенное, возникает новый конфликт, да, еще как бы может быть острее, чем старый конфликт. Или он очень, наоборот, бывает затяжной, незаметный, но изматывающий душу, как говорится. Да? Вот. И родитель переживает как бы неудачу, как личностный кризис. Да? Он понимает, что он не справляется, он что-то хочет изменить, и у него возникает желание изменить положение вот этих вещей. Да? Иногда бывает, что здесь родители, не дети, а родители говорят, что они не справились с этой ситуацией, и они хотели бы вернуть ребенка. Возвратная ситуация. Но вот этот момент, он тоже имеет некий временной отрезок. Если мы его, как бы вот этот момент будем разговаривать, изучать, искать разные варианты, то происходит поиск новых решений, и возникает новые, как бы начинает возникать понимание того, что нужны новые отношения. И тут родитель понимает, что ему нужно самому очень сильно измениться, там, ожидания свои поменять, ценности, может быть, свои поменять, да? Вот. При этом важным условием является сохранение контакта с приемным ребенком, да? То есть желание родителя, чтобы ребенок был его и оставался его ребенком. Далее момент – это переоценка ситуации, уже с двух сторон происходит. Потом новые роли и правила возникают, да, и начинается новая семейная жизнь. Вот примерный как бы путь кризиса приемной семьи. Да? Смотрите, да? Вот получается, если изучить его, то идет рост, потом люди все равно всегда пытаются сделать так, как они привыкли, потом понимают, что это старые правила не работают, для них это стресс, кризис, вот этот кризис главное пережить, да, потом уже происходит как бы новое разрешение ситуации. Вот здесь говорят, что самое главное это не спешить и искать все время разные варианты, да, разные варианты поведения, разные варианты мотивов, да, и так далее и тому подобное. То есть должна быть внутренняя работа над собой и всей вот этой нашей системы, которая сопровождает приемные семьи, да, чтобы вот на 7 пункте не произошло того, чего мы боимся больше всего, когда родители отказываются от приемных детей. Так. Ресурсные установки для приемных семей в кризисной ситуации.
Первое – это понимание сущности травмы ребенка, да, причин конфликтного поведения и сущности травмы ребенка. Это тоже было в нашем вебинаре, когда мы говорили про психические травмы ребенка. Да. Я вам тогда говорила, что травма, вот, когда мы пытаемся их закопать сверху, да, то это не всегда хорошо, потому что болячка всегда, нарыв всегда выходит, да, происходит, и, как правило, оно происходит в подростковом возрасте или в тот момент, когда ребенок чувствует, что он чувствует себя в безопасности в семье. И тут возникает вот как раз вот такой как бы отработка травмы детской, да, и это может тоже быть причиной конфликтного поведения. То есть вот этот вебинар тоже наш старый вспоминаем, да, понимаем и как бы понимаем вот сущность вот этой травмы, как она себя ведет. Сопереживание, сочувствие, поисков, метание разрушительных действий ребенка, да, то есть позиция субъектного отношения и принятия ребенка. Третье – признание временной природы любых конфликтов и кризисов, понимание, что все происходит. Вот мне это лично нравится больше всего, вот, как бы, потому что про это почему-то все время забывается, и когда возникает сложная ситуация, кажется, что все, очень плохо будет все, да, но нужно понимать как бы в глубине души, что всему плохому конец и будет все-таки новое, да, что кризис, он всегда скоротечен, яркий, но скоротечный. Приверженность идеи изменения всех членов семьи, вот, и здесь я хочу сказать такой момент, что здесь речь идет как раз о всех членах семьи, не только о приемном ребенке и о матери и о родителях, да, обоих. То есть здесь идет и о других детях, и о родителей, да, вот, и соседей, которые тоже участвуют в этой кризисной ситуации, да, и школьного психолога, может быть, который тоже участвует. То есть происходит изменение, нужно понимать, что все люди, которые участвуют в этой ситуации кризисной, они могут изменяться, да. Вот. Поиск помощи, готовность просить и принимать помощь, да, вот, или другие понятия. Угу. Вот это очень тоже важно, особенно в нашем регионе очень часто бывает, что семья – это частная территория, и не всегда ее хотят пустить, вот, да, не всегда вот, психолог может как бы найти доступ к этим людям и оказать своевременную помощь. Вот. А понимание родителями, что помощь она нужна, и она может, как бы, помощь может быть полезной, очень хорошая установка. Угу. Так, ну и рекомендации для нас. Угу. Приоритет создания новых семейных отношений у приемного ребенка, то есть новые семейные отношения, имеется в виду семейные отношения в новой семье, да? Понимание и сочувствие по отношению к приемным семьям и отношение к ним как к партнерам, да? То есть критики меньше, больше как бы вот эмпатийных моментов. И вы знаете, тоже есть такой крен, эмпатия плюс гиперопека со стороны органов, да, со стороны нас. Это тоже так понятно сущностно, да, но эффект будет тогда, когда мы воспринимаем приемного родителя, такого же коллегу, активного нашего партнера, как мы с вами, да, и очень хорошо, когда будет консилиум, да, вот. Это вот пятый пункт, это создание психолого-педагогических консилиумов, когда разные специалисты служб собираются, да, и как по аналогии врачебному консилиуму решают эту ситуацию, вот, и там тоже родитель может быть как член и партнер. Вот в этой ситуации, да, вот стратегии поддержки приемного родителя. Третий момент – это понимать, что про уникальные особенности образовательных возможностей ребенка, мы про это говорили, что могут быть педагогические запущенности, вот. Восприятие школьной ситуации как тренинг, что означает, как ребенку готовить, давать новые шансы, да, вот, развивая способности к рефлексии, извлечению уроков из своей ошибки, да, то есть нужно как бы понимать такой момент, что здесь и школа вот тоже, да, вот как субъект наш, да, член нашего психолого-педагогического консилиума, оно тоже должно идти навстречу и понимать того, что, может быть, у него есть другие особенности, да. Конечно, я понимаю, что бывает сложно об этом убеждать преподавателей, учителей, да, но учителя, ну, как большинство
человечные, и они идут навстречу и проводят дополнительные занятия, вторые контрольные, для того, чтобы ребенок как бы влился в образовательный процесс и догнал свой класс. Да, вот такие уникальные методы на самом деле очень хорошо. И вот смотрите, да, в консилиуме, чем как бы больше, да, вот этих специалистов вы соберете, тем разнообразных специалистов, тем лучше вам удобнее будет видеть вот эту ситуацию комплексную. Да. Членство в консилиуме, оно не всегда бывает статичным, оно может быть ситуативным, то есть если есть, допустим, сложности, допустим, с алгеброй, то, допустим, учитель алгебры привлекается совместно там с завучем каким-то, да, социальным педагогом и так далее. Да? То есть консилиум не ограничивается только психологами, социальными педагогами и специалистами органов опеки. Вот что я хочу вам сказать. Вот такие моменты. Вот. И в конце наше домашнее задание, как я говорила, вы сами заполняете тест характер взаимоотношений супругов в конфликтных ситуациях. Авторы Алешина и Гозман. Вот этот материал я вам отправлю, этот тест, да? Вы его заполняете, в качестве домашнего задания отправляете нам. Так. На этом тот объем, который я хотела вам сказать, закончила. И смотрю наш чат, да? Так, доброе утро, Лилия Сергеевна, доброе утро. Вот. И вроде бы все. Так, вопросов нету. Домашнее задание с вами вам понятно, так что давайте, я жду ваше домашнее задание. Встретимся через месяц, также в октябре, в первой половине октября месяца. Да? Всего вам доброго. До свидания.